Кафиль Фахразевичем я очень давно был знаком, значит, он читал нам лекции в КХТИ. Вот. Он как-то отличался от наших преподавателей. Как-то еще тогда, это же 80-й год, по-моему, да, он нам читал лекции. Видно было уже в то время его какую-то эрудицию, неординарность. Он очень свободно себя вел, иногда откликался, и уже тогда приводил нам разные интересные рассказы. У меня отец дружил с Сапожниковым. Мы приходили вместе в Вахитский, значит, прокуратуру. Он там долго работал прокурором. И вот мы там и чай вместе пили, как-то общались постоянно. У меня отец также общался с Нафиевым. С Нафиевым мы вместе приезжали в прокуратуру. Тогда, значит, Кафиль Фахразевич еще замом был. Это 97-й год. И вот в 97-м году мы переехали в Москву и организовали там офицерское собрание. И вот наши земляки, наши выходцы из Татарстана, мы там собирались, значит, вот у Козлова, это Китайгородской стене, вот там уже тогда были Искуратов, Герасимов, там, значит, Бородин, много таких вот фамилий, депутаты наши. И вот какая бы компания ни собиралась с 97 года, везде главным рассказчиком, главным каким-то такой доминировал в компании, конечно, Кафиль Фахразевич. Было видно его интеллект, вот этот вот, подготовка. Как-то мы сидели, и он детально рассказывал Нюрнбергский процесс. Вот мало же кто его знает. А он его детально, что вот собрались люди с разных, там капитализм, у нас социализм, по каким законам все это рассматривалось, кто первый выступал, какая, значит, линия защиты, кто там как. Вот это настолько он детально рассказывал, да, повествовательно, что вот за столом такая тишина всегда была. Он знал, в каком году какая была форма у прокуроров. Он знал, какую форму была у МВД, у чекистов, у кого-то. Ну, я все-таки думаю, вот он же начинал свою деятельность с фотокорреспондента в Уфе, в Башкирии. У него была феноменальная память. Очень он был работоспособный, конечно. Ну, я вместе с ним не работал, я могу сказать только о его человеческом факторе. Вот он был очень общительный, эрудированный. Почти 20 лет вот он приезжал в Москву, когда бы ни приезжал, мы всегда собирались с земляками, с выходцами. И вот он был таким нашим участником наших таких офицерских собраний, офицерских встреч. У него есть книги, рассказы из уголовных дел. И поэтому, когда мы смотрим иногда вот эта улица разбитых фонарей, фильмы про милиционеров, мы видим, что это какие-то мыльные пузыри, какие-то они порой непредметные, какие-то они, значит, нереальные, нежизненные. Кинематограф рано или поздно доберется до этих книг, где реальные люди, фамилии, вот эти происшествия, как все это происходило, как это расследовались. И это будут не братья Вайнеры, да, это будет Кафиль Фахразевич, вот из его рассказов. Вот у нас с ним осталось одно недоделанное дело, к сожалению. Он был краевед известный, вы знаете. У него есть книга «Улицы Казани». У него есть уникальные фотографии. За мной находится место, которое когда-то называлось селом Галюшевым. Это было большое русское село, красивое. Здесь был большой завод, здесь была большая школа, кипела жизнь. Но ровно 31 год назад, в связи со строительством водохранилища, села нашего не стало. И вот сейчас вы видите, что на этом месте волны, и еще раз волны. Село Галюшерма – старинное село. Люди сюда, как рассказывают, пришли в середине прошлого века. Мы, значит, с ним планировали снять фильм. Мы подбирали режиссера по книге по брату Стахеева. У него есть рассказы брата Стахеева. И вот там про страхового агента, которого стали подозревать в мошенничестве, это в то еще в царское время, и он для правдоподобности, вот этот страховой агент, сжигает свой дом вместе со своим сыном. Вот очень интересный сюжет. Сейчас вот эту книгу рассматривают сразу 3 режиссера в Москве. Я думаю, что обязательно появится фильм. Тогда еще не было WhatsApp у нас. Он всем нам раздавал фотографии. И как-то вроде время проходит, еще он был единственный в компании с фотографиями.
Вот, например, было в 2006 году открытие первой Кряшинской церкви в Лениногорском районе. Она была открыта по инициативе его ученика Антипова Вадима. Вот, казалось, сколько времени прошло, 17 лет. Вот у нас отличные фотографии. И там нас фотографировали еще фотографы. Но самые лучшие фотографии такие, значит, обзорные, такие все вместе, это, конечно, Кафедра Каразевича. Я думаю, что он оставил огромный след у себя на работе в прокуратуре. Он показал пример, что прокурорский работник не должен быть таким вот замкнутым, в работе замыкаться. Он должен быть многогранным, он должен интересоваться всем, да. Он был и краевед, и писатель, и фотограф, и, значит, рассказчик. Он был очень интересный человек, очень интересный человек. Вот. Последний раз мы были с ним, значит, долго разговаривали на юбилее. Мы в Москве, вот в штабе татар всегда в офицерском собрании, потому что там очень много его учеников. Мы периодически его вспоминаем, его рассказы, и, значит, о нем лично. Увлечение там фотографий, написанием книг – это не самоцель, не желание выпендриться, там, искать. Вот я могу, а там другие не могут. Это, естественно, мое желание рассказать, значит, вот о том, что я узнал, что мне интересно. Это будет интересно другим. Одна очень мудрая женщина как-то мне сказала, значит, вы, говорит, вот неправильно расходуете себя, свои силы. Я говорю, в каком плане? Она говорит, вы должны быть как кипарис. Вот так, к одной цели стремиться, и вы достигнете солидных высот. А вы пока, извините, как дуб. Ну, я говорю, обидеться можно. Она говорит, нет, не в плане того, что, а в плане вот ветвистости. Вот вам нравится в эту, раз вы пошли, здесь у вас ветка выросла. Понравилось что-то в противоположную сторону? Я говорю, тогда я за такой дуб. Потому что мне нравится, то я и делаю. У него всегда были вот на этот счет какие-то шутки, какие-то из жизни истории, потому что нельзя быть с таким каменным лицом, быть черствым и нечеловечным и бездушным. Прокурором быть нельзя всегда, и причем это же работа такая сложная достаточно. Там, а что такое юмор? Юмор — это наша реальная жизнь, да? В жизни бывает и грустно, бывает и весело, значит, поэтому вот как-то вот эти его шутки, это его ирония своеобразная, она, наверное, помогала в работе. И он этим самым, ведь он практически, у него же сотни учеников, они выстраивают и свою какую-то линию поведения. Он был очень скромен в быту, да, очень был, значит, такой эстет, наверное, скромен в быту, и вот главная его, наверное, отличительная черта, вот это вот огромный коэффициент коммуникабельности, общения и, наверное, вот этот вот юмор. Вот. И, конечно же, его интеллект, который был виден невооруженным взглядом. Поэтому я думаю, что он хорошим был примером для вот кто начинал работать. Вот. И когда вот мы в Москве в офицерском собрании, у нас многие приходили прокуроры субъектов других субъектов. Конечно, на фоне любых прокуроров Кафик Каразевич на порядок был выше уровнем и подготовкой, и поведением. Ведь по одному человеку судится о всей республике, да, и вот он, наш прокурор республики, он поднимал статус, поднимал уровень, во-первых, прокурорского работника, а во-вторых, и нашей республики. Один из первых сделал свое древо, значит, родственников, да, он один из первых создал вот эту вот историю деревни, края своего. Кто еще так дотошно подошел к расследованию, именно к расследованию истории улиц Казани, например. Это ведь тоже феноменально. А вот это нужно вечерами сидеть после работы. Вот мы сколько заезжали, всегда задерживался после работы он. Вот. У него рабочий день такой был долгий. И вот он так умел эти 24 часа, значит, распределить, что вот и у него хватало и на работу, и на, значит, и на вот на эти его, значит, краеведение, фотографирование, писание книг там и все такое. Дело в том, что вот свои расследования и вот история деревни, ведь он делал это первый, а все, кто будут делать потом, они будут уже отталкиваться от его, значит, исследований, так сказать, родного края, истории, деревни,
там, значит, улиц тех же, да, вот, я думаю, что, конечно, вот очень многие люди стали смотреть по-другому на историю возникновения Казани, жизни Казани, улиц Казани, да, вот именно Казани. Он начинал работать следователем, потом он был, значит, прокуратура Вахитского района, он долго работал, да, вот где он читал нам лекции в КХТИ. Потом он был прокурором города Казани. Он же прошел все этапы, да, все этапы служебной лестницы. Потом вот с 97 года он уже работал 3 года первым замом, когда начал приезжать уже наш, значит, штаб татар Москвы. И потом уже вот сколько лет он возглавлял прокуратуру. Вот, конечно, он вот своей многогранностью, личным примером оставил огромный след и в изучении, и в истории, и в работе. Ну, для Москвы, вот я вам скажу, вот мы собирались регулярно. Регулярно, получается, ну вот 15-17 лет, да. Он был лицом Татарстана. Вот у нас достаточно разношерстная компания, да, ну, в основном силовики. Вот мы собираемся офицерским собранием. Там депутаты и Госдумы, и, значит, министры. У нас достаточно был такой вот высокий уровень общения, где мы собирались там, да, вот в Китайгородской стене. И там, конечно же, вот его появление, его с нами общение, он представлял Татарстан, и он планку задавал. Он задавал планку общения. Все-таки достаточно сложное время он попал. Вот он попал в очень сложные годы. Здесь и прокуратура, и политика, и Москва, и Казань. Здесь много было таких. Но, вы знаете, как правило, на офицерском собрании мы политику никогда не затрагивали. Да? И у нас произошел такой вот небольшой, когда отделился Следственный комитет, у нас офицерское собрание, мы начали проводить отдельно прокурорский, отдельно Следственный комитет. Но когда приезжал Кафиль Кафразеевич, никаких разделений у нас не было. Все вместе, конечно, все выходцы из Казани, из Приволжского федерального округа, наши земляки. А многим просто было интересно прийти и послушать этого замечательного, такого начитанного, интеллигентного, эрудированного рассказчика.